Центре образования сегодня вспоминали тех, кто, не раздумывая, отдал свои жизни ради спасения других. Цена подвига этих людей – вечная память народа. Урок мужества был посвящен герою России Абубакару Костоеву. Здесь же прошли еще 2 спортивных мероприятия, посвященных Сулумбеку Асканову. Они с выражением зачитывают подготовленные тексты и стихи, посвященные соотечественнику Абубакару Костоеву. Интерес к уроку, по словам организаторов, дети начали проявлять сразу. За короткий срок учащиеся собрали обширный материал из самых разных источников, включая интернет-ресурсы и региональные СМИ. Нужны были очень хорошие, серьезные и знания, и навыки работы. И как с коллегами, так и с любым человеком. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Ингушетии Абубакар Костоев погиб от рук бандитов 21 июня 2004 года. У него остались жена и 5 детей. В Центре образования учится сын Героя России. К предстоящему уроку мужества Магомед Костоев готовился основательно. Он с радостью согласился рассказать о своем отце, хоть и не успел хорошо узнать его лично. Советы отца будут идти с нами по жизни. Я обязательно научусь, как отец, ладить с людьми, отлично работать, научусь быть нужным, честным, стану верным другом и просто хорошим человеком, чтобы мама гордилась со мной. Участие в уроке принимают ученики из разных классов, но объединяет их одно – они все знают о подвиге соотечественника. Мы должны о нем помнить всегда, так как это след, который остался от нашей Родины. Человек, который ценой собственной жизни защитил нас, свой народ, он защитил своих братьев и сестер. Это не должно забываться никогда. Мы все должны это помнить, должны рассказывать нашим детям, а наши дети своим. Среди приглашенных также есть близкие родственники Героя России. Это родные и двоюродные братья Абубакара. Они благодарны за память. Признаются, в то утро близкие не хотели отпускать его на работу, чувствовали, что что-то случится. Человек от природы, специалист от природы, я Абубакар, милиционер от природы. Благодаря Всевышнему какие ситуации. Всевышнему сохранится. Там, может, ваш хвастовец, удивит ли живос. Я сказал, что Впрочем, на этом активность школьников не закончилась. Также Центр образования проводит футбольный турнир в честь генерала-майора авиации Сулумбека Асканова. Команды разбиты на 2 группы. Яростная спортивная борьба идет между 8 и 9 классами Центра. В одной группе 5 полевых игроков и 1 вратарь. Напомнить лишний раз юным футболистам о летчике-герое решили неспроста. 7 февраля при выполнении тренировочного полета в сложных погодных условиях погиб Сулумбек Асканов. Спасает ценой собственной жизни целый поселок. Ребята признаются, эта игра особенная. Он был мужественным, и чтобы все помнили это, мы проводим этот турнир. Помимо финального футбольного матча в честь первого Героя России в Центре еще проходит турнир по настольному теннису среди 5 и 6 классов. Когда первый раз играл, я не мог хорошо играть. И через неделю уже меня научил мой старший брат, двоюродный. И я уже стал развиваться по этому спорту. Рассказать обо всех героях ингушского народа в рамках одного учебного дня через уроки или турниры невозможно. Да и не совсем правильно. О людях, которые так или иначе повлияли на судьбу народа, надо говорить регулярно. Помнить об их подвигах независимо от знаменательных дат. Такие мероприятия, как сегодня, они проводят ежегодно. Проводятся различные мероприятия, дети активно в них участвуют, принимают с удовольствием в них участие. Мы должны помнить об их легендарных подвигах и напоминать детям об этом каждый день. Кроме патриотических уроков и турниров, посвященных народным героям, в Центре образования идет неделя начальных классов. Здесь ученики помладше участвуют в открытых мероприятиях. Ребята облачаются в костюмы, выполняют творческие задания в паре и проводят физкульт-минутки. Хава Газикова, Магомед Белакиев. Новости 24.